этой лекции приехал генеральный директор фирмы «Биолит», профессор, академик РАЭС Буркова Валентина Николаевна. Встречайте! И медицинский представитель компании «Биолит», врач-фитотерапевт Никитин Андрей Николаевич. И всю информацию, которую мы сегодня услышим, внимательно записывайте, внимательно чекайте, потому что вот сейчас проходит у нас акция за 70 очков по продукции «Биолита». Получаем подарок Лоренцо, за 150 получаем подарок Оксидон Марь. Мы все стараемся это делать, всем это нравится, все любим продукцию «Биолит». И сегодня мы услышим великолепные рекомендации, как можно с продукцией «Биолит» оздоровиться, получить хорошие результаты, использовать для себя, для своих знакомых, для друзей и нести эту информацию дальше. Я вам не мешаю, моя сумочка вам не мешает? Котика, спасибо. Валентина Николаевна. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, нас. Слышите меня хорошо, да? Мы рады очень встретиться с вами очередной раз. Это уже очень хорошая, добрая традиция таких встреч. И мы очень рады, что наша встреча началась в Татарстане именно с Казани, когда мы еще не заезженные, свеженькие, можно сказать, с поезда сегодня к вам явились. И вы попросили нас сделать две очень важные и актуальные такие презентации. Это сердечно-сосудистые заболевания, их профилактика и комплексное лечение. И опорно-двигательный аппарат. Потому что современный век – это как раз две самые важные, самые актуальные проблемы. Проблемы возрастные, старения и проблемы, которые резко помолодели. Но я хочу немножко, прежде чем мы будем демонстрировать слайды, скажу, почему это очень важно. Вот я обычно новогодние каникулы провожу на Алтае, в селе Алтайском. Вы уже многие побывали, знаете. Вот только за каникулы, я всего 5 дней была. Там умерло 8 человек, молодые люди до 50 лет, с 35, 40, 50 лет. Именно от сердечно-сосудистой сердечной недостаточности. Слышно сейчас? Лучше, да? Это говорит о том, что у нас не только нет профилактики именно этих заболеваний именно на таком уровне доисторическом. Это говорит еще о том, что даже медицина и даже развитая медицина с этим не может справиться. И сейчас я вам вот на этой презентации покажу, почему это происходит. Что же такое сердце и сердечно-сосудистая наша система? И вот в связи с тем, что сегодняшняя моя лекция посвящена сердцу, я хочу вас сердечно поприветствовать, пожелать вам здоровья, успехов, с прошедшим Новым годом, с праздником, с Рождеством. И от всего сердца пожелать вам успехов, терпения и именно спокойствия, хорошего настроения, потому что это все то, что влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. Почему говорят? Именно я вам предлагаю свою руку и сердце, когда приглашаю вас. Или я от всего сердца вам желаю. Или сердечный человек, или бессердечный человек. Потому что сердце – это тот орган, на который больше всего влияет наше с вами настроение. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы у вас настроение всегда было на уровне, чтобы вы были веселые, доброжелательные и побольше улыбок. Я вот недавно приехала со страны. Вы догадаетесь, что это за страна. Страна называется «Страна вечных улыбок». Знаете, да? Да. Так вот я хочу, чтобы в нашей стране, несмотря на снег, в любую погоду,
отсутствие солнца или его присутствие. Вы всегда улыбались друг другу. Мы перейдем к презентации, посвященной острейшей проблеме современности не только в нашей стране, а и во всем мире, потому что до сих пор, несмотря на все достижения науки, эта проблема остается проблемой номер один в мире. И человек у нас не только смертен, а внезапно смертен. И это касается в первую очередь молодых людей, которые вот идут и буквально падают и на ходу умирают. Что нужно делать, чтобы этого не случилось? Все это в наших с вами руках. Я еще одну хочу отметить проблему, которая нас настигла внезапно. Это не обвал рубля, потому что мы к этому уже привыкли. Мы никогда особо хорошо не жили, привыкать нам тоже не пришлось. Но какая проблема очень серьезная, и она затрагивает всю компанию одну и дает возможность еще лучше и больше работать. Это проблема сокращения врачебного персонала и исключения различных врачебных направлений. Вот только у нас в Томске сейчас закрылись практически все клиники, которые не имеют отношения, то есть, попросту сказать, закрылось все, осталось отрезать, пришить. Понимаете, да? Только скорая помощь, хирургия и все неотложные проблемы. Все, что касается и все, что следует за образом жизни, за теми проблемами, которые мы с вами накапливаем в течение всей жизни, все заболевания, все клиники закрыты. В Москве в свое время осенью высвободилось 80 тысяч врачей. Представляете, да? Это что значит? Это платная медицина. Либо их можно привлекать и как-то начинать работать. Я не знаю, как у вас здесь в Татарстане, но как раз у нас перед Новым годом вот это все случилось с нашим медицинским направлением. Поэтому врачи, которые так не верят в натуральные продукты, которые так не верят в биологически активные добавки, вот они остались на улице, можно их теплыми подбирать и превращать в своих союзников, потому что им ничего не остается делать. Ну, а следующий слайд, вот мы из этого слайда видим, что сердце у нас бьется в ритме жизни. Как мы с вами живем, так наше сердце бьется. Не будем никуда спешить, да? Сердце, следующий, пожалуйста, слайд. Сердце – это такой невероятный двигатель, насос, который перекачивает за сутки до 5 тонн крови. Представляете, как оно должно работать? Следующий, пожалуйста. Вот здесь показаны артерии, которые несут насыщенную кислородом питательными веществами кровь к органам и тканям. Следующий, пожалуйста. По венам сердце качает кровь, и эта кровь совершает обратный путь. Она уже темного цвета, она отдала кислород, она насытилась углекислым газом и теми веществами, продуктами обмена. Следующий, пожалуйста. Пройдя полный цикл, кровь поступает обратно в сердце, где снова она насыщается кислородом, очищается печенью, и этот цикл начинается снова. Пожалуйста. Итак, сердце совершает столько кругооборотов, сколько мы с вами живем. Желательно, чтобы это продолжалось как можно дольше. И продолжительность жизни каждого из нас зависит напрямую от состояния нашей сердечно-сосудистой системы. Следующий, пожалуйста. Это статистика, что, я уже говорила, сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смерти во всем мире. Ни по какой другой причине не умирает столько людей, сколько это происходит от заболеваний сосудов. Следующий. Вот посмотрите, уровень продолжительности жизни в странах мира. На первом месте, конечно же, Япония. И в Японии как раз меньше всего люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Но в Японии там по-другому относятся к профилактике. Мы находимся между Непалом и Бангладешем на 124 месте. И этим все сказано, собственно говоря. Следующий, пожалуйста. Посмотрите здесь, на этом слайде, сколько мы потребляем биологически активных добавок в сравнении с той же Японией, страной-долгожительницей. И хотя мы уже эти биологически активные добавки более 20 лет у нас в России существуют, поскольку они подвергаются таким гонениям в нашем государстве, находятся под таким запретом, собственно говоря, нечего комментировать, вы видите сами, сколько мы с вами живем. Следующий, пожалуйста. Число больных сердечно-сосудистыми заболеваниями удваивается в мире каждые 10 лет. Заболевание сердечно-сосудистой системы сокращает среднюю продолжительность жизни минимум на 10 лет. Следующий, пожалуйста. Вот смотрите, 1939 год. Сердечно-сосудистых заболеваний в России было 11%. 80-й год 50%. 2007 год 57%. Я уже не буду говорить сейчас, это гораздо большая цифра. Как вы думаете, почему в 1939 году, когда люди жили так трудно и бедно, всего 11% сердечно-сосудистых заболеваний составляли? Правильно, мы больше двигались, больше работали, больше... Да. Почему именно эти болезни получили столь широкое распространение? Следующий, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, ответ. Это нездоровый образ жизни, отягощенная наследственность, инфекционные и другие заболевания. Следующий, пожалуйста. Физическая инертность, неправильное питание, употребление табака и алкоголя и стресс, конечно же. Следующий, пожалуйста. Ну и мы сейчас просто рассмотрим каждую из этих проблем, как это влияет на нашу с вами продолжительность жизни и на сердечно-сосудистую систему. Почему именно сердце, мы уже знаем, да, как мы реагируем, когда мы в ярости, когда нас что-то раздражает. Мы что делаем? Бьем тарелки, да? Кое-кто пытается относиться спокойно. Кое-кто идет, занимается физическим трудом, да? Нельзя, конечно же, загонять проблему в себя вовнутрь, потому что это спокойствие, особенно это касается людей, которые занимаются бизнесом, они не могут себе позволить пить тарелки, морды, хотя вот если посмотреть заседание в Думе, иногда люди там бросаются друг от друга. Они таким образом себя защищают от стресса, поскольку стресс это как раз то, что напрямую очень сильно влияет на уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому стрессу нужно давать выход. Ну, можно стресс переводить в положительное динамику. Что делать? Можно найти себе занятие. Можно идти бежать, рубать дрова, можно бежать на лыжах, можно какой-то двигательной активностью заниматься. Как вы думаете, я много стресса получаю в своей жизни? Наверное. Хочу сказать, чем я занимаюсь и как я снимаю стресс. Хотите? Я начинаю пересаживать цветы. Я очень люблю растения, и все, кто был у нас на Алтае, это уже заметил, наверное, но у нас еще очень много и комнатных растений. И в этом году мы на Алтае, на въезде, прямо открыли зимний сад, называется «Алтайское лето». У нас там уже есть банановая роща. Ну, когда вы будете очередной раз к нам приезжать, пожалуйста, там прямо на въезде справа такое здание красивое и зимний сад. Вот это очень, работа с растениями очень снимает стресс. Это я могу сказать по себе. Поэтому эмоции мы должны свои, конечно же, выражать.
хранить их в себе нельзя, потому что инфарктов и инсультов очень много как раз бывает среди бизнесменов, которые себе этого позволить не могут. Следующий, пожалуйста. Это страх, тревога, раздражение. Это как раз за всеми этими изменениями настроения. Это кровообращение, состояние сердечно-сосудистой системы. Что вызывает именно стресс? Это, конечно же, выброс адреналина. Адреналин – это гормон, который вызывает резкое сужение сосудов, и сердце, что как бы замирает, ему не хватает питания. Оно может даже остановиться от какого-нибудь очень тяжелого стресса. Ну, это кто-то умер, там, война началась. Ну, думаю, от обвала долларов никто не умер у нас. И как раз физическая активность, я уже говорила, является универсальным способом избежать именно разрядки получить, избежать стресса. Следующий, пожалуйста. Ну, я уже еще раз вам напомню, что стресс провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония. В конце концов, они приводят к ишемической болезни и инфаркту. Следующий, пожалуйста. Физическая инертность. Что нас губит? Физическая инертность просто губит нас всех, подсекает. Потому что это ВИЧ не только в нашей стране, это ВИЧ в развитых странах тоже. Если раньше мы потребляли 3500 калорий, и как раз это было в то время, когда я показывала вот 11% сердечно-сосудистых заболеваний, то как вы думаете, сколько калорий сейчас нам необходимо, чтобы не раздуваться? 1200, да, Игорь Николаевич, да? Норма считается. Представляете, да? А мы, вот, наверное, все-таки перешагиваем за эту вот часть. И если идеальные параметры красивой фигуры знаете тоже, да? Да. 90-60-90, Мерлин Монро. Идеальные параметры сердечно-сосудистой системы. Кто скажет первый? Еще кто? Еще пульс. Пульс. Давление. 128 и... Сколько? Нет. Андрей Николаевич, вы как доктор, пожалуйста, авторитет, скажите, пожалуйста, чтобы все запомнили и стремились. До 70 ударов не было. Какое 60, 120, 60, 70. Кто, скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто контролирует в зале свое давление? Очень. Это потому что, наверное, оно повышенное, да? Нет? Я скажу, что тонометр должен быть абсолютно у каждого, потому что, может быть, даже среди вас есть гипотоники, но вы об этом не подозреваете, потому что пониженное давление, оно не так проявляется, как давление повышенное. Поэтому тонометр утром встали, померили, записали, встали, померили, записали. Это особенно касается вот пожилых людей. Ну и физическая, конечно, недозагруженность наша. Сейчас посмотрим, что же нужно делать, чтобы мы с вами все-таки хотя бы немножко, не приходя с работы, не брякались на диван. Ну, женщин вряд ли можно в этом, потому что у них больше занятий. И у них больше проблем. Они хотя бы стоят и перемещаются от раковины к плите. Следующий, пожалуйста. Понимаете, сердце, чтобы вы все хорошо усвоили, это такой хорошо работающий мышечный насос, который все время работает. И если он недозагружен, он начинает что делать? Дрябнуть. Да, мышца атрофируется, да? Потому что со времени, как человек вот много-много тысяч лет начал ходить. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот нормально
сердечно-сосудистая система у человека не изменилась. Как она была вот в первобытном человеке, такая она осталась по сей день. А мы в это время сами, что с вами? Сели на одну пятую точку, да, перед телевизором или еще где-нибудь. Но сейчас мы с вами подвигаемся после лекции обязательно. Поэтому сердцу нужно движение для того, чтобы оно тренировалось. Сколько мы должны двигаться в день, чтобы сердце у нас работало нормально? Следующий, пожалуйста. Ну, пальцем, наверное, вам говорил, что мы должны проходить в день 10 километров, да? Ну, хотя бы вот 6. Установлено, что 6 километров в день эксперты в области кардиологии. Ну, я могу сказать, что у меня вот тоже ненормальный образ жизни, потому что летом я наматываю не 6, а 12, наверное, потому что я целый день туда-сюда, туда-сюда. Вот полгода я тоже не очень-то нагружаю себя физической именно нагрузкой. Следующий, пожалуйста. И последствия, посмотрите, пожалуйста, последствия гиподинамии или опасности малоподвижного образа жизни. Это ожирение. Особенно это касается нашей молодежи. Вы, наверное, тоже обратили внимание, что детей, которые пришли со школы, отсидели там 6-8 часов, они опять сели возле компьютера, да, и выгнать их куда-нибудь очень сложно. Теперь посмотрите, пожалуйста, и запомните, какая катастрофа. 1 килограмм жировой массы влечет за собой формирование 300 километров дополнительных кровеносных капилляров. Это приводит к излишней работе сердца и его быстрому износу. И установлено, что по мере роста массы тела все больше сужаются артерии. Следующий, пожалуйста. И последствия: атеросклероз, артериальная гипертензия, гипотония, варикоз, геморрой, тромбофлебит. Это все то, что приносит наша малоподвижность. Следующий, пожалуйста. Какие подходы существуют? Это борьба с факторами риска перечисленными. Снижение уровня холестерина в крови, уменьшение вязкости крови, улучшение циркуляции крови. Следующий, пожалуйста. И, как вы видите, из того, что мы едим с вами, а едим мы что? Пища сейчас объединена пищевыми волокнами, полиненасыщенными жирными кислотами. Я уже не говорю о макро-микроэлементах. Пища у нас сейчас с вами во многом искусственная и бройлерная. Почему? Потому что те помидоры, огурцы, салаты, все, что мы едим с вами зимой, они растущие на гидропонике, они не успевают накопить за это скоростное время роста необходимое количество витаминов, макро-микроэлементов и прочих полезных веществ. Это уже давным-давно нам доказал Путырьян в своих блестящих работах в Институте питания. И поэтому биологически активные добавки такой направленности именно на сердечно-сосудистую систему просто необходимы. В компании Арго достаточно много таких продуктов у многих производителей, но у нас есть уникальные продукты, которых нет нигде в мире, потому что это, например, Марикат, Рейшикан, ну и другие. Ну, я начну по очереди про них рассказывать, почему они уникальные. Следующий, пожалуйста, слайд. Это Марикат, это экстракт икры морских ежей. Кто такой морской еж? Это такой морское, ну как сказать, животное, моллюск, который живет до 200 лет, практически не старея. Следующий, пожалуйста. И на 30% является человеком, потому что он содержит вот 7077 общих с человеком генов. Они имеют очень сложную иммунную систему, вот живут, как я уже сказала, не старея, и японцы, долгожители, потребляют, следующий, пожалуйста, слайд,
до 5000 тонн икры морских ежей в год. Есть такой праздник в Японии. Они не празднуют праздники разные, пиво, там, масленицы и прочее. Они празднуют праздник, вот, когда всем абсолютно жителям дают ложечку икры морских ежей раз в год весной. Вот считается, что именно с потреблением икры морских ежей, которая входит в наш продукт моряка, он очень дорогой, потому что сама икра очень дорогая, тем более это экстракт, продолжительность жизни японцев самая высокая в мире. Следующий, пожалуйста. Ну, все, что содержит икра в икре морских ежей, я вам не буду перечислять, там буквально вся таблица Менделеева. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые предотвращают атеросклероз и повышает стрессоустойчивость, и являются гепатопротекторами, и снижает холестерин. Это можно у нас все почитать в журнале «Морская страница», биолит. Следующий, пожалуйста. И липиды. Липиды очень такие специфические липиды, морские липиды, с высоким содержанием фосфолипидов, лецитинов и как раз липидов, которые входят и защищают оболочки головного мозга и необходимы для синтеза ацетилхолина. Это как раз нейромедиаторы, и недостаток которых приводит к ухудшению памяти, снижению умственной активности. Потому японцы еще такие умные, потому что едят как раз икру морских ежей. Следующий, пожалуйста. Это и аминокислоты. И еще обратите внимание, такие пигменты, спинохромы, которые способствуют сохранению в органах и тканях человека энергетические, макроэнергетические молекулы. То есть такой нормальный, дозированный ресурс энергии организма. Эхинохромы, сильные антиоксиданты. И это разработка Института биоорганической химии Владивостока. Там на основе вот этого эхинохрома создан препарат, синтетический препарат для зрения и препарат, лекарственный препарат, как раз для лечения ишемической болезни сердца. Следующий, пожалуйста. Ну, это как раз гидролизат, что содержит перечисление, какие витамины вы видите, микро-макроэлементы, селенсодержащие пептиды, мощные антиоксиданты. Ну и вы знаете, что дефицит микроэлемента селена приводит к дистрофии миокарда, а недостаток меди вызывает смерть от разрыва аорты. Следующий, пожалуйста. Моряка, я вам хочу сказать, что если бы он состоял только из икры морских ежей, это был бы совершенно недоступный всем продукт, потому что килограмм стоит $40 000, ну, если сейчас на доллар пересчитать, сами знаете. Но многие наши препараты, они тем и интересны, что мы находим синергисты для очень редких и очень дорогих органических и природных веществ. Из гидролизата морских ежей туда входят экстракты зизифоры, а зизифора это на Алтае мы выращиваем растение. Иранские медики считают, что это самый мощный антиоксидант для сердечной мышцы. Она вызывает успокоение, такая трава, которая успокаивает, потому что ее мы собираем очень рано, до того, как зайдет солнце. Солнце зашло, люди начинают засыпать к ней. А сердце бьется вот так, вот все припыхается. Невозможно при нормальной теплой погоде с ней просто работать даже тяжело. Ну, потому что большие дозировки. Здесь зизифора как раз использована как синергист для гидролизата морских ежей. Манжетка – это экстракт манжетки, это улучшающий экстракт манжетки улучшает вязкость крови
препятствует, не влияя на свертывающую систему, это очень важно, но улучшает реологические свойства, то есть кровь не слипается, не образуются тромбоциты, препятствует тромбообразованию. И арония экстракт – это природный йод, витамин П, который улучшает наши капилляры с вами, сосуды, улучшает проницаемость, препятствует ломкости, способствует эластичности сосудов. И здесь такой идеально подобранный состав весь, который, в общем-то, дает синергетический эффект. Я не знаю, кто пробовал, кто-нибудь использовали медикаменты свои? Ну, мало. Да? Но я вам очень советую, потому что на самом деле препараты, они, конечно, не дешевые, но потому что, сами понимаете, входят в состав очень дорогие компоненты. А скажите, пожалуйста, диабетик второго типа может принимать этот продукт? Кто? Диабетик второго типа. Да, конечно. Следующий, пожалуйста. Ну, я уже, собственно, рассказала, пропустим про все это. И действие. Улучшает коронарное кровообращение, уменьшает холестерин, снижает артериальное давление, уменьшает риск возникновения аритмии. Следующий, пожалуйста. Понижает вязкость крови, это я тоже уже говорила, стимулирует образование эритроцитов, так как входит в медь, железо и гемоглобин, нормализует водно-солевой обмен, уменьшает отеки, мощный антиоксидант, препятствующий старению организма, потому что все наши проблемы это вызывает преждевременное старение. Следующий. Регулирует работу гормональной системы, щитовидной, половой желез, уменьшает тревожность, физическую и умственную работоспособность, стимулирует иммунитет, обладает общеукрепляющим эффектом. Следующий, пожалуйста. И дозировка, пожалуйста, запишите 2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 3-4 недель. Я хочу сказать, что все наши природные препараты нужно принимать как минимум 1 месяц, но самый хороший эффект мы получаем, когда мы их используем не менее, скажите, сколько? Да, правильно. И хотя бы 2 раза в год. Следующий, пожалуйста. Ну и следующий по важности наш продукт. Это тоже уникальный продукт, которого нет у нас в стране и нет, можно сказать, в мире, потому что, почему в мире? Потому что здесь используется рейши гриб, который несколько тысяч лет назад находили только на старых вырубках слив в Японии. То есть это природный гриб, а не выращенный в Китае или в Японии на искусственных средах. Гриб этот был впервые обнаружен нашими микологами Института цитологии и генетики Академии наук после того, как они 20 лет подряд обучали китайцев выращивать грибы. Потом они подумали, где у нас в Сибири могут расти такие грибы в природе, и вот подумали и нашли их. Ну, а потом уже обратились к нам, что мы сделали из этого гриба продукт. Он действительно тоже не дешевый, потому что гриба всего тонна растет, больше его не растет. Растет он недавно, всего его стали обнаруживать 10 лет назад. Старые люди, которые занимаются там врачеванием, и сами алтайцы, они никогда раньше с этим не сталкивались. Почему гриб появился на Алтае? Потому что пока наши ученые учили китайцев выращивать грибы, эти споры грибов были через горы, у нас Алтай от Китая 400 километров, рядом практически, были занесены и посеялись на вырубках старых лиственниц, потому что в те времена не убирали лес, не чистили, вырубали и оставляли пеньки. И вот на этих пеньках, когда они разложились, выросли в одном месте, где тепло и достаточно долго, продолжительная теплая осень, выросли грибы. Но не в таком большом количестве, конечно. Ну, нам повезло, что они попали к нам. И
и вам тоже, чтобы этот продукт попал к вам. Следующий, пожалуйста, слайд. Среди всех грибов в Китае есть и в Японии уровень значимости каждого природного продукта. Мы думали раньше, что на первом месте среди этих продуктов, конечно же, кто? Женьшень. Но вот нет. На первом месте среди самых превосходных продуктов природного происхождения это гриб рейши. А женьшень уже природный идет за грибом. То есть это давно известный гриб, тысячелетий назад, и все, кто находили этот гриб в природе в древние времена, были обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Следующий, пожалуйста. То есть он был тоже очень дорогой. Ну, гриб у нас здесь, его достаточно много. Я не могу сказать, что вся банка состоит именно из одного гриба, потому что мы шли по тому же принципу. Экстракт гриба рейши, стевиазид, который является природным подсластителем, и концентрированные экстракты ягод клюквы, облепихи, клетчатка, шрот и клюквы и облепихи, корней лопуха. Следующий, пожалуйста, слайд. Что этот гриб делает? Вот посмотрите, как он растет. Мы собираем, почему он называется рейши-кан? Ну, наверное, кан — это какое-то название местности, да? Усть-Камский район, да? В Алтайском крае. И у него его невозможно спутать ни с каким другим грибом. У него лакированная ножка. Он называется лакированный, трутовик лакированный еще называется по-русски. Он нормализует жировой обмен, снижает липопротеиды низкой плотности, то есть препятствует сразу развитию атеросклероза и окисленного холестерина, то есть препятствует отложению, уменьшает риск таким образом развития инфаркта и инсульта, регулирует биосинтез холестерина при его повышении. Чем выше как раз гриб этот чем интересен? И вообще этот продукт очень интересен чем? Чем хуже состояние, тем выше его эффект. Я, когда езжу и мы рассказываем про рейши-кан продукт, сами аргонавты рассказывают просто чудесные вещи. Ну, такие вот небывалые, здесь же тоже у вас в Татарстане. Бабушка собралась умирать, легла и уже не вставала долго-долго. Ну и не встает и не умирает. Ну вот решили, чем она лежит, вот не вы же ее как-то искусственно убивать. Дали ей рейши. Она съела несколько дней рейши, попила, поднялась. Приходит, бабушки нет. Начинает бабушку искать. Бабушка пошла собирать малину. Вот так вот закончилась история с бабушкой. Ну а другая история тоже была потрясающая. В Елабуге лидер ваш пожаловалась, что у нее давление около 200. Ну, она такая совсем больная женщина. Ну и мы ей тоже, честно скажу, помогли, потому что рейши она пила примерно полгода. И вот уже несколько лет, прошло года 3, у нее давление было 200-220, и сейчас у нее подряд все годы уже она не пьет рейши, 120 давления. Представляете? В Набережных Челнах она всегда приезжает, и мы ее на сцену вызываем, и она вот всю эту историю про себя рассказывает. Все это знают, и поскольку знали ее больную, и когда видят, действительно это все происходит на самом деле. Следующий, пожалуйста. Это перечень всех тех полезных веществ, которые содержит рейши. Активные тритерпеноиды, они стабилизируют уровень артериального давления до нормального. Аденозин способен снижать агрегацию тромбоцитов, способен уменьшать частоту сердечных сокращений, как следствие снижать нагрузку на сердечную мышцу. Следующий, пожалуйста. Содержится органический германий в грибе, который увеличивает снабжение тканей кислородом. Молекула 1 германия притягивает к себе, посмотрите, 6 молекул кислорода.
То есть наше сердце обогащается кислородом. И наш организм. Следующий, пожалуйста. Ну и гриб рейши снижает уровень холестерина в крови. Это доказано нашими клиническими исследованиями. Это кардиопротектор выражен. У нас есть клинические исследования, мы можем вам прислать по заказу в наш информационный отдел. Может быть, они уже у вас есть. Это замечательный гепатопротектор. Это тоже есть у нас эти клинические исследования. Гепатопротектор нормализующий, утилизирующий все вредные вещества, которые накапливаются за нашу с вами жизнь и вызывают как раз развитие этих заболеваний. Он успокаивает как раз то, что я вам говорю. Нужно быть спокойным в любой ситуации, при любых обстоятельствах. Но он успокаивает, но возвращает радость жизни. Почему этот препарат очень любят бизнесмены? Потому что они все забеганные, замотанные, им некогда, и они не могут остановиться. То есть они как раз врут на ходу. И поэтому они не обращают внимания на это, сколько гриб стоит. Но на самом деле это такое состояние, когда ты встаешь и улыбаешься. И не раздражаешься ни по какому поводу. То есть успокоенность, нам всегда говорят, а там у вас наркотика никакого нет? Нет, что вы, с этим мы не балуемся. Это то все, что есть в этом грибе. Он улучшает и усиливает работу сердца, снимает боль. Это я уже вам говорила, что это замечательный кардиопротектор. Способствует расслаблению гладкой мускулатуры в бронхах и кишечнике. Он еще является прекрасным средством у тех, где люди болеют бронхиальной астмой. Он урежает частоту приступов. Если эти приступы повторялись часто, то несколько лет, если принимать, можно избавиться от бронхиальной астмы. Но если принимать хотя бы, вот, как мы говорим, месяц-два, частота приступов бронхиальной астмы резко уменьшается, то есть между месяцами. Обладает тонизирующими свойствами, способствует, активирует функции Т-лимфоцитов. Это что значит? Что когда наступает вот это гриппозное время, и болеть ни в коем случае, мало кто из вас, сидящих в зале, может себе залежаться там на неделю, болея гриппом, да? То чтобы не болеть гриппом, можно пропивать как раз перед наступлением вот этих состояний, эпидемии рейши-кан, и вы гриппом не заболеете. У нас, как всегда, пока гром не грянет, никто не перекрестится. У нас в Томске этот препарат сейчас пользуется очень большим спросом, но это случилось после того, как после свиного гриппа умерло несколько молодых женщин после родов, потому что это ослабленный молодой организм, и вот пока там не привезли помпу легочную, ну, люди просто умирали. И после этого, когда начали принимать этот препарат, это все прекратилось. И еще очень важно одно свойство у рейши. Рейши препятствует тромбообразованию, то есть агрегации тех же эритроцитов, которые вызывают тромбофлебит и закупорку сосудов. И впоследствии тоже большие проблемы сердечно-сосудистые. То есть это такой гриб, который мы считаем, я перечисляла, и можно заменить 7 препаратов. 7. И кардио, и гепата, и сосудистый, и иммуностимулирующий, ну и все остальное, что я перечислила. Следующий, пожалуйста. Ну и посмотрите, назначение. 1 чайная ложка гранул, в день предварительно размешать в 100 мл воды, ну настоять, это у вас такая кашка получится, и вот эту кашку нужно съесть, выпить. Нельзя оставлять никак, это полностью все полезный продукт. Ну и курс, как всегда,